Друзья, всем доброго утра. Сегодня у нас 17 января уже. И на улице творится что-то с чем-то. В общем, ночь. Ну как ночь? Вчера я лег рано, где-то часиков, наверное, в 7 уже я лег. Даже 7 не было. Поужинал, лег спать. Где-то первый раз проснулся от холода, где-то уже к 9 ближе. Но печка начала шаяться. И, в общем, кочегарил, друзья, всю ночь печь, давил мороз. Раскочегаришь, вроде жарко, пока тудым-сюдым. Вязал крючки, ловил мышей всю ночь. Лег где-то 2, потом уже, когда нормальная температура стала так, под березами, где-то до 6 поспал. Часика 4 поспал. Всю ночь выходил, смотрел градусник, температура понижалась. 30-35, к утру она, когда в 6 часов встал, достигла температуры 40 градусов. Даже чуть больше, 41-40, где-то так вот градусов. Естественно, друзья, никуда не поехал, потому что я не враг своему здоровью. Растопил печь и опять лег спать. Вон сейчас на улице вот такая вот погодка у нас. Встает солнышко. Но я так думаю, что ночью говорю, днем должно немного отпустить. В общем, ждем немножко хотя бы потепления. Пока позавтракаем. На завтрак у нас все как обычно. Перловая каша с говядиной. Он открыл вторую банку. Чай, хлеб, печенье. Все до безобразия просто. Так, что у нас по повербанкам? Вот, один повербанк у нас уже кончился. Второй повербанк осталось у нас 11%. И спасибо Юрию Кулагину за этот повербанк. Осталось 44%. Если бы не этот повербанк, я бы уже вообще был без электричества. Его хватит сейчас мне на одну зарядку GoPro еще. Вот эту, может быть, камеру подзаряжу немного. И все. Все повербанки уже закончились. То, что Артем присылал повербанк с Белоруссии, крякнул сразу же. Сначала отработал, зарядку взял нормально. Потом на морозе, на первый лед я его полностью посадил. На морозе, получается. И все, больше он зарядки так и не взял. Получается, приказал долго жить. Вот, как мы видим, все уже я собрал, одеяло вывесил, чтобы немножко прогрелись. Потому что когда я буду уходить, а уходить буду я уже надолго, я открою все отдушины. Там у нас отдушина. Дверь приоткрою, чтобы изба моментально остыла, чтобы не было запотевания, не было иния, как здесь вот. Сейчас пока не видно, наверное, ничего. Он даже всю ночь, вон, видите, иней. Что у нас по мышам? По мышам пока ничего. Вот если не открыть двери, везде будет такой иней. В общем, друзья, такой вот расклад. То, что говорит прогноз, можно смело прибавлять еще где-то градусов 10. Потому что сейчас созванивался с супругой. Она сказала, у нас по прогнозу, говорит, 32 градуса. Нет, 28, что ли, она сказала. 28, да. Вышла на балкон. На балконе у нас термометр. Показывает там 30 градусов. Но там обычно показывает на 2 градуса теплее, чем когда я завожу в машине. Значит, получается 32 там. Ну вот. Смело можно 5 градусов прибавлять здесь, что у нас в деревне. 37 где-то, наверное. А здесь еще севернее, здесь на реке еще холоднее получается. Это всегда так. Вот. Попробуем. В 40 градусов я еще не заводил буксировщик. 35 он заводился у меня, в 40 еще нет. Не знаю, как он себя поведет, мороз. Попробуем урагашу завести. И надо как-то выезжать. Потому что по прогнозам идет дальнейшее понижение температуры. Даже по прогнозам
до 40 градусов. Это значит, здесь будет где-то около 45-47 градусов. И это мне не надо. Так, ну что у нас? Верхний участок еще остался, да? Что мы будем делать? Наматывать я это точно не буду на мотовильце. Потому что во время наматывания это как раз вот это все сырое, ну, мерзнут руки. Я вчера наматывал, я знаю, что это такое. Я полностью околел, задубел. Постараемся поднять, а поднять мы по-любому постараемся. И оставлю крючки прямо на палках, наверное, потому что придет весна. Возможно, я закину их по новой. Во-первых, легче их будет отдолбить, потому что я не на полностью, а только краешек у меня во льду будет весной. Во-вторых, если что-то было, надо поймать. Возможно, там есть налимы. Ясти ушел, он по-любому налим должен быть. 2 налима мы уже крупных поймали. Может, и там что-то есть. Так что есть надежда. Съемок, друзья, навряд ли получится у нас. Потому что в такой мороз экшн камера, если снимать, ну, хватит буквально минут на 5. Максимум 7-8 минут. 10 это край. Даже если включать-выключать, это, ну, может, моментов 10 где-то я тоже поймаю. Все, она сядет махом. Лучше сделаем так. Спрячу я ее за пазуху и конкретно буду показывать. Будет налим, достал, показал. Будет что-то интересное, экстремальное, там что-то такое, достал, показал. Потому что немного надо приберечь, потому что заключительное слово, во-первых, надо сказать, что и как закончилась у меня, можно сказать, уже экстремальная рыбалка. Потому что таких морозов, честно я скажу вам, друзья, не ожидал. На последнее слово надо оставить пару кадров. Ну а так все, уже собрался. Сейчас полностью пакуюсь, потому что верхний участок у нас по пути. Ну что еще? Ну все, завтракаем. Завтракаем. И впереди нас ждут суровые испытания. Это поездка на урагане в такой мороз. Проверка палок. Ну, поднятие палок. Завести машину еще надо. У меня Нива тоже не заводится. В морозы-то больно сильно-то. Такие морозы. Но если вы видите эти кадры, значит все нормально. Значит я до дому доехал. Значит жив-здоров. Насчет здоровья не знаю. Потому что... Ну сегодня сколько? Раз 5-то, наверное, точно просыпался. Растапливать печь. Мороз, тяга обалденно. Вроде уже все поддувало, закрыл. Выдувает напрочь все. И начинает сверху еще тепло, а снизу уже ледяной холод. Со всех щелей этот холод лезет, ползет. Так что избушка есть избушка, это не квартира. Но несмотря ни на что, я счастлив, можно так сказать даже. Жалко, что не получается у меня порыбачить на удочку сегодня хотел. Но в такой мороз это нереально. Если в палатке, да, почему бы нет. Ну а так, успеем. Скоро будет все. Не всегда же морозы будут. Мы так их ждали. Мы Бога молили. Бог услышал наши молитвы. И отпустил морозы. Ничего страшного, они нужны. Лед будет крепче. Лед тоже нужен. Так что кушаем, завтракаем, собираемся, прибираемся. Открываем двери, открываем отдушину, чтобы все здесь проветрилось, чтобы не было. Оставляем избушку теперь уже надолго. Если сюда мы приедем, только приедем уже весной. Где-то это будет, скорее всего, апрель месяц. Это будет уже последний лед. До этого будем заниматься другой рыбалкой. Будем ездить на лесную речку, возможно, на озера. Ну, это совершенно в другой стороне. Так что, скажем, избушечки до свидания. 2, январь, февраль, март, апрель. Почти 3 месяца нас здесь не будет. Оставить надо все надлежащим порядком, чтобы все было чики-пуки. Ну все. Зачитать комментарии, к сожалению, не могу. Смартфон у меня сожрал всю энергию, я его заряжать больше не буду. Я, повторюсь, немножко энергии оставлю. Вот. Что, до следующего включения. Съемок сегодня не будет. Будут короткие включения. Если что-то будет интересно, обязательно покажу. Ну а вот и результат нашей охоты
10 здесь и 3 вот они. Чертова дюжина. Эти здоровые, рыжие какие-то. А вот эти мелкие, черненькие. Получается 4. И там вот с краю 5 черненьких и 3. Раз, два, 3, 4, 5. 8 рыженьких здоровых. Супер ловушка. Ну а мы почти собраны. Время уже, сейчас скажу, 12:26, половина первого, и мы дождались температуры 31 градус. 30 градусов. Это все-таки не 40, 10 градусов. Зависит очень многое. Градусник забираю с собой, потому что это мой градусник, термометр. Это у меня мобильный, где я, там и он. Ну что, избушечка, давай прощаться. Камеру сейчас буду убирать, уже все выключено. Вон, открыта отдушина. Висят матрасы, все убрано. Дрова на растопку есть. Дрова здесь. Чистота и порядок. Все, укладываем вещи и рвем когти. Камеру убираю. Как еду, как что, смысла нет снимать. Да и камера сядет быстро, я уже вам говорил. Если что-то будет интересное, заснимем. Поехали, поехали, поехали. Все, до свидания, избушечка. Месяца через 3 мы сюда подъедем. Так, друзья, короткое включение. Доехали до места. Нормально, урагаша мой завелся. Инскадан, все хорошо. Едет. Вот наши палки здесь. Сейчас будем их поднимать. Но весной мы обязательно сюда вернемся. Но самое главное, хочу вам показать вон красоту. Зимняя морозная радуга. Это вот солнце, скоро через полчасика оно сядет. Правый край радуги, к сожалению, не видать, там вот за кустами он. А левый вот он. Вон какая красота. Вот она. Вот она радуга. Мне так не видно. Вот так вот лучше. Вот такая вот красотень. Здорово. Несмотря на мороз, есть своя красота. Еду, все скрипит. Скрип такой стоит. О, вы слышите? Также и сани, корыто, все скрип, 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 скрип. Вообще красотень, здорово. Вот она, наша красавица Печора. Сейчас поближе покажу правый берег нашей реки Печоры. Крутые отвесные берега там. Вот так. Вот такая вот красота у нас на Печоре.
Буквально поснимал 2 минуты, батарея уже села на 0. Мороз, съемки вообще, ну никак. Так что экшн камера у меня здесь. Если что-то будет интересно, сделаем обязательно включение. Ну что, друзья, как я вам и обещал, включение на первой поклевке. Время 14:20. Еще не стемнело, а у нас уже есть первая рыба. Это вот такой вот красавец язь. Попал за верхнюю губу. И это, благодаря этому он остался. Вот такой вот язина. Очень много пустых крючков. Практически все крючки пустые. Это получается был язь и сошел. Было раз, два, три, 4, наверное, да, 4 или 5 даже мелких налимов отпущено на волю. Как отпускал, включаться не стал. Можете верить на слово, можете не верить, но я их реально отпустил. Кто-то слабо, кто-то сильно. Выживет, не выживет, это их не проблема. В общем, проверил где-то 1/3 часть. Еще здесь немного, и там вдоль идет. Где-то 2/3 еще осталось проверять. Лед промерз до основания. Какой лед на реке, такой и здесь. Сантиметров 40, может местами 45. Возле берега, возле зашугованности будет по-любому еще толще, наверное. Работаем, работаем. Пока работаешь, не замерзаем. Только стоит остановиться, сразу же начинает холод, потому что небольшой ветерок все-таки присутствует, и начинаешь сразу замерзать. Пока двигаешься нормально, вон, как вы видите. Единственное, что я вот крючки не сматываю, а оставляю на палках. Поднимаю вот так, цепляю наверх, чтобы не примерзло. И палки вот так вот втыкаю. Весной сюда приедем, уже будут готовые палки с готовыми крючками. Только бур под 15 или под 100 даже. Когда будет тепло в апреле, пробуриться, и можно будет запускать на живца. Весной рыба будет активная, весной будет клевать. Так что оставляем все это дело до весны. И пока на этом закругляемся. Вообще-то пора закругляться было уже в конце декабря. Мы и так затянули. Но не зря. 2 налима у нас уже в улове есть. Ух, мама твоя родная. Какое лицо у меня белое. Нормально. Нормально. Часика 3-4 еще, наверное, придется подолбить, я так думаю. В общем, до следующей поклевки. Если что будет еще, обязательно вам покажу. Друзья, на этой палке кто-то дергает. Решил сделать короткие включения, чтобы посмотреть, кто там дергает. Ну и вам показать, если получится. Я палку взял, кто-то тык-тык-тык. Так, лишь камера не упала. Она у нас сломана. Так. Ну чё? Смотрим. Кто там тык-тык-тык делает? Кто там дергает? О, слышу. Слышу. Вот кто дергает. Вот кто дергает, оказывается. Язёчек. У этого вообще крылья какие-то бесцветные. У некоторых язей крылья ярко-красные, а этот вообще бесцветный. Светленький язек такой, запутал все. Но дождался меня, потому что он заглотил глубоко. Он как глубоко и не подох, и дождался, и все. Вон маленький крючочек, вон язечек. Было еще 2 маленьких налимчика. Дохлых я закинул. И 2 живых было, отпустил. Получается, где-то уже штук 7 я маленьких отпустил. Живые. А налима не было. Это говорит о том, что нет налима крупного. Он сейчас как раз, получается, нерестится. В это время должен нереститься в эти морозы. Мне отец говорил, у налима нерест в середине где-то января. После нереста, возможно, он еще опять будет клевать, но сейчас обычно в это время палки поднимали, оставляли
на контроль штук 5, наверное, палок, 7 там. И изредка проверяли в раз в неделю. И как только начинал налим попадать после нереста уже, то они опять уже выставляли остальные палки. Но мы этого делать пока не будем, если мы сюда вернемся только весной. Так вот. Блин, стоит только остановиться, руки сразу к крючку прилипают везде. Запутал еще, блин. Блин, хотел показать, как я это делаю, еще запуталось. Пока светло. Ай, вон, видите, как прилипает, вон, крючок. Вон, прилип уже к пальцу сразу. Крючок сырой. Палец сырой, то есть крючок ледяной. И сразу. Вот если есть сучок, то об сучок. Если сучка нету, то делаю вот такую вот петелечку. Потому что втыкать, это крючок затупится. Вот такая петля получается. И все. Теперь эта леска будет здесь висеть, не упадет об лед, не примерзнет. В наледь весной наледи бывает много. И эти крючки все тоже сверху. Вот так вот еще сделаем для надежности. Вот так. Все, и палка не примерзнет. Весной приду только пешней, да и пешней не надо будет, она от солнца здесь протает. Я только вытащу его, сделаю лунку под ледобур и воткну. А если бы я этого не сделал сейчас, если бы я сейчас не отдолбил, не вытащил, то весной надо было бы мне все равно долбить это. Все равно, потому что так просто бы я палку не вытащил. До конца надо было долбить. И крючки бы заржавели раз. Рыба бы испортилась, что была два. Вот эти язи бы тоже испортились. Не сомневаюсь, чтобы они дожили. Может быть, еще все-таки где-то на палках еще и налим есть. В общем, если поставил снасти, будь добр их убрать. А не так, как некоторые делают. Морозы ударили, они, да ну нах, я еще новые крючки привяжу, куплю. И оставляют. На первый лед половили и палки бросили, оставили. Есть и такие, я сам знаю, сам видел. Так, ну что. Второго язя мы вытащили благополучно. Вот буквально вот 3 минуты с вами поговорил, постоял, не работаю. Уже все, грудь у меня вспотевшая, уже все. Начинает скукоживать, уже морозит. Градусов 35, не меньше, получается, уже начинает ближе к ночи холодать. Вот пока долблю, пока вот активно работаешь, нормально, не ощущаешь этого мороза. Стоит только остановиться, вон, руки коченеют сразу махом. Потому что ветерок северный еще. Так что долго болтать не будем, пошли работать. Если что будет, еще покажу. Так, друзья, не знаю, видно, что не видно. В общем, я вам обещал, что следующее включение будет, когда что-нибудь попадется. Вот он. Вот он, первый налим на этом участке. Килограмма на 3, наверное. Вот он. Такой налим, но уже успел крякнуть. Как вы заметили, вон, тоже попал на мелкого налима. В общем, что вам говорить, все крупные налимы попадают на мелких налимов. Я уже вам не раз говорил, для чего я их оставляю. Но этому немного не повезло. Этот успел крякнуть. Не воняет, но жабры уже белые. Этот 100 пудов пойдет туману, белому. Для употребления пищи он уже непригодный. Он, наверное, попахивает уже. Он не воняет, но уже трупаком пахнет. Он уже невкусный, неприятно его есть. Ничего страшного. Есть кому его съесть. Но вот если бы я не поднял, не проверил, он бы так и тух. Дальше бы болтался на крючке. А это не есть хорошо. Теперь у меня душа спокойна. Налим поднят, налим пойман, налим будет в дело, как так сказать, употреблен в пищу братьями нашими меньшими. Так что на верхнем участке у нас вот 2 язя.
пару налимчиков мелких дохлых. И где-то, наверное, штук 5 еще вот таких вот мелких отпустил, которые были живые. Вот так вот. Первый. Ну, я думал, что будет больше тухляков. Так что один, ничего страшного. Он не тухлый, он не вздутый, ничего. Он просто умер дня 3-4 назад, наверное. Пойдет собакам. Ну вот, друзья. Последняя палка на этом участке и вообще в этом сезоне, на лимовом сезоне, последняя палка. Наверное, ни хрена не видно. Вот она, последняя палка. Вот сегодняшний улов. Вот такой вот налимчик. Налим. Правда, пару дней назад уснул. Никак не может проснуться. Ну что, пойдет собакам. И два язя. Два таких вот язика. Вот. И что я хотел вам, друзья, показать. Я вам хотел показать, сколько примерно времени уходит на одну лунку. Сколько палок вы, наверное, сами заметили. А теперь я вам покажу, как это происходит. Я вам сегодня не показывал, как я долблю, как я проверяю, потому что батарейка бы сразу села. Сейчас одеваю камеру на голову и покажу вам, как это происходит. Если сколько хватит батарейки, столько хватит. При монтаже, конечно, я это ускорю, потому что это долго, реально долго. Сейчас вот специально за время посмотрим. 17:24. 17:24. Запомнили? Поехали. Каких это стоит трудов. Сегодня даже без обеда. Всего с утра банка солдатской каши. Вон сколько сил и калорий она дает. Солдатская каша-то перловая. Фонарик уже почти сел на морозе. Так что, не знаю, друзья, видно вам, не видно. Постараюсь быть... Блин, все. Хватит батарейки, не хватит, насколько хватит. Вот это все было засыпано. И все равно все замерзло. Так. Поехали. Начинаем от палки.
Ну вот, отсюда раз, 45 сантиметров лед. Местами он был еще толще, возле зашугованности там, где раньше замерзло. 45 сантиметров сейчас везде, самый тонкий лед по Печоре. Если налим попался, придется еще и пошире отдолбить, потому что снизу отверстия маленькие там. Ну давай, живого налима нам килограмм на 5. Никого, походу. Никого. Так, ладно. Это что-то запутано. Видать, что-то было. Что-то было и сошло. 2 крючка целые. На 3-й крючок, видать, что-то было. Вот здесь что-то было, закрутило все. Ладно, разберемся. Так, и сколько времени у нас? Было 24, 33, 9 минут. Это еще без перекуров, без передышек. Как-то вот так. И пусть кто-то попробует мне сказать, что это рыбалка легкая, нетрудовая, халявная, что мы браконьеры. Вот целый день долбежки и 3 рыбы, 2 язя и 1 налим. Но это, конечно, в связи с морозами. Если морозов не было, и я проверил бы сразу, скажем, на 2-й день или на 3-й, результат был бы получше, конечно. Не налим, язей было побольше. Налим вот 1 был, и очень много, где-то штук 15 мелких я отпустил, живых, и где-то штук 5, наверное, подохших было. Столько мелкого налима, а если бы крупный налим был, ну обязательно бы попался. Все крупные налимы попадают на мелочь. Но, видать, нету крупного. Ну а теперь он не рестится. Пусть не рестится, пусть живет. Свое, то, что нам было предназначено, мы поймали. Все, на этом рыбалка, налимовая рыбалка сезона закончилась. Приедем мы только весной. Ну а теперь топаем к ураганчику моему, заведем, укутаемся и поедем. Погнали. Устал. И наконец-то хотел кушать. Это с утра. Вон какая калорийная банка перловой каши-то. С утра, кроме пол-литра каши, ничего не было. Хотел сегодня еще буксировщик перевезти домой. Наверное, нет. Оставлю пока в деревне. Потом нужен будет, приеду. Сегодня уже мне просто нет сил никаких. Устал. Все, пока не прощаемся. Сейчас заведу и скажу прощальное слово. Пока греется двигатель на моем урагане, хочу сказать, друзья, заключительное слово. Мы это сделали. Мы достойно закрыли сезон. Несмотря на морозы, мы все палки, до единой палки, все отдолбили, все подняли, все проверили. Там ничего не тухнет, ничего не портится. Все в дело. Все для еды. И уезжаем домой мы не пустые. Вот улов, заключительный улов, это 2 язя и 3 налима. Вот такой вот здоровяк. Живехонький был. Вот этот был только-только уснувший с красными жабрами. Он тоже нормальный. Ну а вот этот стопудово уйдет на корм собаке, коту.
пока сильно не замерз, мы его прямо сейчас порежем. И тоже кот у меня просто налима обожает. Вот такие вот 3 налима. Хорошо, что только один испорченный, как бы это мне радует. Вообще я рыбалкой доволен. Язя мы половили, налимом половили, поели. Вдоволь, можно так сказать. Теперь закрываем один сезон, начинаем другой сезон. Пройдут морозы, будем ездить на лесную речку, будем ездить на озера, будем рыбачить на удочку. Ну, а здесь, сюда мы придем месяца через 3, когда уже будет тепло, когда все растает, когда день будет подлиннее, когда будет потеплее, мы вновь вернемся сюда. Я надеюсь, если не будут какие-то другие рыбалки или еще что-нибудь. В планах у меня поездка на север. Мы живем на севере, а мы поедем еще севернее на рыбалку по Хариуса, как бы это в планах. Все будет, друзья. Вот такое вот закрытие у нас. Спасибо, что смотрим. Ну, кому-то, может быть, такая рыбалка неинтересна, но она тоже имеет место быть, потому что по-другому вот этих налимов не поймать. Здесь не Енисей, здесь налима мало, но все-таки мы его ловим, все-таки мы с трудом, но мы его ловим. Без труда не поймаешь рыбку из пруда. Налим трудовой, вся рыба трудовая, все будет. Кто не подписан, подписывайтесь на канал, впереди много интересного. И до свидания. Встречаемся на рыбалке. До встречи на канале Коми Рыбак. Всем пока, всем до свидания.